Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня Невская сельская библиотека представляет вам онлайн-мероприятие «Латинский алфавит. Язык науки и образования 21 века». История графики казахского языка имеет глубокие корни. В VI-VII веках, в ранние и средние века, на территории Евразии зародилось и действовало древнетюркское руническое письмо, известное в науке как Орхон-Енисейское письмо. Начиная с X по XX век, почти 900 лет на территории Казахстана применялась арабская графика. Отход от рунической письменности, распространение арабского языка и арабской графики началось после принятия ислама. 7 августа 1929 года Президиумом ЦК СССР и СНК СССР было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита – единый тюркский алфавит. Латинизированный алфавит официально использовался с 1929 по 1940 год, после чего был заменен кириллицей. 13 ноября 1940 года был принят закон о переводе казахской письменности с латинизированного на новый алфавит на основе русской графики. В 2017 году первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Каждый гражданин нашей страны должен знать, что переход на латиницу – это главный путь достижения мировой цивилизации, поскольку латиница – один из самых сильных языков развития человечества. Это язык науки и техники, интернета и IT-технологий в 21 веке. Поэтому можно сказать, что к этому ответственному периоду подошли с большой готовностью и уже проделана большая работа. С целью внедрения нового алфавита в информационное пространство в 1918 году Министерством культуры и спорта Республики Казахстан реализован ряд информационно-технологических проектов. В частности, создан национальный портал Казлатын.кз, в котором содержится информация и все данные о ходе перехода на латинскую графику. В 2019 году в целях обучения детей казахскому алфавиту был разработан мультфильм IQ-DOS формата 3D, создан титр на латинском алфавите к анимационному фильму «Селтен-Сере», дублированный на государственном языке. В центре Тилказна открыты обучающие классы по изучению орфографических правил нового алфавита. Учебные классы оснащены необходимым оборудованием и техникой для проведения курсов. В аудиториях имеются возможность налаживать контакты с учеными-методистами, проводить онлайн-семинары по республике, а также за рубежом. После поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию утвержденного алфавита, основанного на латинской графике от 21 октября 2019 года, учеными орфографической рабочей группы было проведено научно-практическая апробация утвержденного алфавита. Рассмотрены более 40 проектов, основанных на латинской графике, обсуждены и проанализированы со стороны ученых при непосредственном участии авторов проектов алфавита. В соответствии с поручением администрации президента Республики Казахстан 4-5 марта 2020 года во всех регионах страны проведены открытые республиканские обсуждения с участием ученых, филологов, вузов, колледжей и школ, учителей и методистов казахского языка, в котором приняло участие 630 специалистов. Формат обсуждения – введение в состав разработанного членами орфографической рабочей группы проекта усовершенствованного алфавита знаков С, W, X и маркировка звуков И, Ж, Н, присвоение знаков на звуки Ц и Ч. 9 регионов страны поддержали проект усовершенствованного алфавита, разработанный членами орфографической рабочей группы. 16 регионов не ввели в алфавит символы S, W, X, поддерживая только клавиатуру. 15 регионов против введения в алфавит звуков Ц и Ч.
В условиях чрезвычайной ситуации работа по совершенствованию алфавита продолжается в онлайн-формате. 15 апреля 2020 года было организовано онлайн-заседание с участием членов орфографической рабочей группы и ученых Института языкознания имени Ахмета Байтурсунова. На повестке дня заседания рассматривались звуковые значения знаков У и Э. В составлении с общей практикой и теорией построения алфавита с 20 апреля по 6 мая ученые орфографической рабочей группы провели 18 онлайн-лекций по фонетике, орфографии и практике составления алфавита тюркских народов. В лекции приняло участие ученые из всех регионов страны, преподаватели и методисты региональных центров обучения. Эти лекции были показаны на YouTube-каналах и в соцсетях Facebook в режиме онлайн. С момента поручения президента было разработано 3 медиаплана, опубликовано 582 научных статьи по вопросам построения алфавита, его принципов и отдельных знаков. В настоящее время ведется работа по обсуждению отдельных символов усовершенствованного алфавита. Вашему вниманию предлагается новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Преобразование языковой графики – это часть модернизации общественного сознания нации, направленной на обеспечение ее успешного развития в условиях современного миропорядка. Переход на латиницу – это сердцевина программы духовной модернизации, которая облегчит формирование трехязычия в стране. Спасибо за внимание.